Казбековы – выходцы из Дылыма. Известно, что Казбековский район назван именем известного революционера Султансейда Казбекова, однако мало кому известно, что он являлся дылымцем по происхождению. Родившись в селе Умашоул, Авар, Гиумачроса, в конце 19 он стал одним из руководителей и организаторов борьбы за установление советской власти в Дагестане. Он окончил первое Владикавказское реальное училище и в 1910 году в городе поступил в Варшавский сельскохозяйственный институт. В 1918 году в городе он возглавил отдел просвещения военно-революционного комитета коммунистов в Дагестанской области, а 7 февраля 1920 года стал председателем Совета обороны Дагестана. 6 марта 1920 года города был расстрелян контрреволюционными бандитами во главе с турецким офицером Казимбием, которые напали на штаб Совета. Еще в 19 фамилия Казбековых была известна в числе Салауздиней, то есть влиятельных землевладельцев Хасавюртовского округа. Про Салауздиней еще в 19 известный исследователь истории народов Терской области Г. Семенов писал, что они всеми признаются выходцами из Гумбита или Салатавии, то есть дагестанцами аварской народности, а термин, которым обозначали это сословие, Салауздини, был обусловлен тем, что прежде они жили близ этой реки. Сведения, сообщающие о происхождении Казбековых, имеются и в материалах сословной комиссии ХАИХАВ. К Салауздиням причисляются также древние фамилии, происходящие от сподвижников Султан Мута и его сыновей, как то Казибековы, они же Умышевы, из Аварии. Преимущество Салауздиней состояло в том, что они владели населенными землями, пользуясь жителей поземельными доходами и булкою, сами не отбывали никаких повинностей. Сведение это сообщено отставным подпоручиком кабардинского полка Махти Кандауровым. В этот вопрос еще большую ясность внес местный краевед Расул Идрисов, который встречался в Хасавюрте с родней Султансейда Казбекова, с братом Хамзатом и сестрой Дженит. По их рассказам следовало, что более 200 лет назад в Индирии приехали двое конных дылымцев, Гази-бек и Давуд-бек. В это время султан Махмуд собирался в поход и нуждался в военной силе и потому согласился принять их в свой отряд. Братья показали храбрость в боях, Давуд-бек погиб во время одного из сражений, а Гази-бек остался в живых. За показанную храбрость султан Махмуд якобы отдал храброму дылымцу в жены свою дочь и землю, на которой ныне основано селение Умашоул. От него и произошла фамилия Казбековых, по словам брата и сестры Султансейда Казбекова, пишет Р. Идрисов. По его собственным расспросам среди дылымских стариков выходило, что братья были из Тухума Халатов Мусы, ныне Тухум называется Ганшел. Дополнительные сведения о происхождении Казбековых и их генеалогии стали нам известны от Гюльзагры Казбековой 1939 года Р. Согласно составленной ею генеалогической таблице, предком Казбековых являлся аварец по имени Султан, житель с. Дылым, который родился где-то в 1590 году. У него было 3 сына: Гази-бек Казбек, родился в 1632 году, Гасан-бек, род 1634 года, и Давуд-бек, род 1637 год. Гасан-бек и Давуд-бек погибли еще до женитьбы и не оставили потомства. У Гази-бега было 2 сына: Умач 1674 год Р. Авар, мужское имя Гиумач, Гиамач, образован от Гиома, Гиума круглый, округлый, изначальное значение, моток, клубок ниток, и Ачахан 1672 год Р. У Умача родился один сын, Гази-бек Казбек 1724 год Р., а у Ачахана сыновей не было. Умач также являлся основателем хутора, названного его именем и расположенного на его родовой земле. По русским архивным данным, Салауздиням Казбековым принадлежали земли по правой стороне канала Гиргелюк, вниз от Умашоула по канавам Умаш-Татаул и Орпа-Татаул. То есть современное селение Умашоул-Хасавюртовского района было изначально основано сыном уроженца с. Дылым, имевшим аварское имя Умач, владевшим аварским языком и, по сути, являвшимся аварцем. Видимо, поэтому старожилы Дылыма называли Умашоул по-аварски Гиумачилроса, авар, селение Умача. Оно стало второй родиной для дылымского рода Казбековых, которые с начала 18 проживали в данном населенном пункте. Сын Умача, Казбек, имел 4 сыновей и капитан Баммат хан 1766 года Р. Гасан-бек 1769 год Р. Халим-бек 1771 год Р. и Ахмад хан 1773 года Р. А от него произошла фамилия Казбековых.
Халим бек сыновей не имел, а у Ахмад-хана родилось два сына, Нажей прапорщик русской армии 1805 года Р. и Алискандер. От Нажия пошло два сына, Айхум, сын Умачи, внук Нажей 1900 года Р. и Сайд Батал, сыновей не было. У Алискандера был сын Иса, а у него, в свою очередь, Ахмад-хан. В основном потомство было у двух сыновей Казбека, Баммад-хана, поручик Казбек, штабс-капитан Татархан, прапорщик Ачахан, и Гасан-бека, Ильяс 1805 года Р. Абдусалам Хаджи 1835 года Р. Хизри, эмигрировал в Турцию, и Абдул-Халим. У Ильяса был сын Баммад-гирий 1903 года Р. У Абдусалама Хаджи, Абдул-Муслим 1881 года Р. и Мухтар Хаджи 1868 года Р. У его сына Абдурахмана 1904-1973 г.г. было 5 детей: Дувай 1930-1975 г.г., Маржан 1934-1985 г.г., Казбек 1937-1983 г.г., Бадия 1948 год Р. и Гюльзагра 1939 год Р. Составитель данной генеалогии, у Абдул-Халима, Би-Султан, его сыновья, Гасан-бек 1888 года Р. и Хизри 1890 года Р. работал в прокуратуре, и Алим-Султан, его сыновья, Алевдин 1915 года Р. Зиевудин 1917 года Р. Багавудин 1924 года Р. и Надир-Султан 1929 года Р. Из трех сыновей Баммад-хана сыновья были только у Казбека: Арслан-хан, Вагаб, сын Мухаммад 1889 года Р. Устархан, сыновья, Султан-Сайд, Ибрагим, Баммад-хан, сыновья, полковник Ачахан и Султан-хан. Таким образом, Султан Сайд Казбеков по одним данным 1889, а по другим 1893 года Р. является потомком в шестом колене Гази-бега, родившегося в 1632 году в Дылыме и переселившегося молодым человеком в Индири, Гази-бек 1632 года Р. Умач 1674 года Р. Гази-бек 1724 года Р. Баммад-хан 1766 год Р. Гази-бек, Устархан, Султан-Сайд 1889 года Р. Казалось бы, за это время Казбековы должны были полностью утратить родной язык и самосознание, однако, что удивительно, изучение биографии Султан-Сайда Казбекова дает нам основание говорить об обратном. Еще в возрасте 29 лет Султан Сайд Казбеков начинает выпускать газету «Хелтыулел-Чагае Авар» «Трудящийся» или «Трудовой народ». Эта газета, наряду с кумыкской газетой «Ишчихалк», была одной из первых газет на родных языках Дагестана, являясь печатным органом военно-революционного комитета и его секции РКП-Б в нашем крае. Обе газеты начали выпускаться с 29 апреля 1918 года в Темир-хан-Шуре, выходили на 4 полосах 2 раза в неделю и просуществовали 4 месяца. Печатались они на оберточной бумаге при весьма примитивной технике в типографии Мухаммадмирзы Мавраева. Редактором кумыкской газеты был З. Батыр Мурзаев, а аварской – Султан Сайд Казбеков. Он был не только редактором аварской газеты, но и писал в ней статьи на аварском языке. Согласитесь, что невозможно быть главным редактором и писать статьи, не зная в совершенстве языка, на котором выходит газета. Это обстоятельство открывает перед нами по-новому историю фамилию Казбековых, выходцев из Дылыма.